Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые друзья, мы сегодня продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 98-я сура Священного Корана, сура Аль-Байина. Перед вами эта сура состоит из 8 аятов. Отличительной чертой этой суры от предыдущих, что аяты длиннее. Итак, мы начинаем. Первый аят, я прочитаю сперва. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Итак, لم يكن. Одна из самых распространенных ошибок – это удлинение ям якунилля, якуни, является ошибкой. И поэтому лам якуни. С огласовки кесра уходим удвоенный лам. Лам якунил, лам якунил лазина. Удваиваем, уходим на два счета, долгота у нас здесь. Лам якунил лазина, зина. Кафару. Каф и фа фрикативные звуки, поэтому нужно обращать внимание, чтобы четко, ясно, без принуждения, чтобы было произношение. Кафару. Не кафару, чтобы не носовое чтение было. Кафару. Ра твердая. Кафару. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок. Лам якунил лазина кафару. Мин ахлил. С огласовки кесра уходим на лам. Мин ахлил. Не ахли. Ахлил. Гортанный звук ха, отличительный от ха. Ахлил китаби. Два счета долгота у нас. Тянем. Мин ахлил китаби. Нужно обращать внимание, чтобы с звуком лям не происходило калькаля. Мин ахлили, лили, мин ахлили китаби. Это происходит из-за торопливости или невнимательности. Мин ахлил китаби валь. С фатх переходим на лям. Валь мушрикина. У звука шин, отличительно от остальных звуков, есть свойство, называется тафаши. Это произношение звука шин. Ш. Мушрикина. Нужно немножко, доли секунды удержать. Валь мушрикина. Мушрики, ри. Обращайте внимание, чтобы кесра, ра произносилась четко, то есть мушрикина. Рики, ри. Мушрикина. Два счета мы тянем. Лам якунил лазина кафару мин ахлил китаби валь мушрикина. Идем дальше. Мунфаккина. Здесь ихфа, мягкая, в размере двух огласовок, назализации. Мунфаккина. Мунфаккин. Удваиваем. Ка. Мунфак. А потом удлинение в размере двух огласовок. Мунфаккина. Хатта. Вот здесь нужно обращать внимание, как и во всех остальных местах, чтобы не путать звуками между ха и ха. Здесь ха. Хатта. Два счета. Хатта. Та'тияхум. Хамза. Хамза с сукуном одна из самых проблематичных звуков, для произношения которого нужно немножко максимально внимательность. Та'тияхум. Она не уходит на гортань. Если на гортань будет уходить, будет та, будет уходить на звук айн, что является ошибкой. Та'тияхуму. Та'тияхуму. Согласовки касра уходим на лам. Хатта та'тияхумул байина. Бай. Удваиваем. Сперва звук я удваиваем, а потом кясру максимально произносим. Нун, и при остановке звук ха аннулируется, звук та марбута аннулируется, и переходит звук ха, аннулируется огласовка также, и хатта та'тияхумул байина. Хатта та'тияхумул байина. Еще раз прочитаю.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Дело, одна из самых проблематичных моментов при чтении длинных аятов для неарабов, особенно для нас, является, где остановиться, как воздуха не хватает, что надо делать. Старайтесь максимально когда не видите знаков остановки, тематических знаков остановки, постарайтесь максимально довести до конца, потому что при изменении остановок меняется смысл. И будьте очень внимательны насчет этого правила. Из таких моментов, как нужно приучать себя к этому длинным аятам, перед тем, как начинать аят, набирайте полный воздух и потихоньку распределяйте на слова до конца. Идем на второй аят. Будьте внимательны. Расулун миналлахи ятлу сухуфан мутаххара. Итак, ра твердый звук. Расулун. Два счета. Расулун. Расулу. А здесь у нас идгам. Полная назализация, полная ассимиляция. Расулун миналлахи. Удерживаем два счета. Миналлахи. Удваиваем. И твердое произношение лям. При произношении звука лям не должно звука о. Миналло. Ло. Является ошибкой, потому что в арабском языке нет звука о. Есть звук твердый а. Сейчас обратите внимание. Есть а, есть а, есть а. Вот этот звук. А есть о, что является ошибкой. Миналлахи. Обратите внимание между а и о. Миналлахи. Миналлахи. Что является ошибкой. При произношении лафзуль джаляля ло. Это ошибка. Миналлахи. Твердое произношение. Миналлахи ятлю. Два счета дамму удлиняем. Ятлю. Сухуфан. Здесь обратите внимание. Сад свистящий звук. Ха гортанный, фа фрикативный. Сухуфан. Легче произносить сухуфан. Но нужно обращать максимальное внимание, чтобы было сухуфан. 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 Здесь тоже у нас идгам, ассимиляция, полная назализация в размере двух огласовок. И удерживаем. Сухуфан мутаххара. После твердого звука идет ха. Удваиваем, мягкое произношение, а потом переходим на твердое произношение на ра. Мутаххара. Мутаххара. При остановке аннулируется та марбута, переходит в сукун и получается сухуфан мутаххара. Полный аят. Расулун миналлахи ятлю сухуфан мутаххара. Переходим на третий аят. Фиха кутубун кайима. Фиха. Здесь две естественных удлинения. Это первое. Фиха. Фиха. Кутубун. Здесь ихфа в размере двух огласовок. Ихфа твердая. Кутубун ка. Так как каф твердый звук. Кайи удваиваем. Огласовка кесра, мим. И переходим на та марбута, который аннулируется и переходит в ха. Кайима. Фиха кутубун кайима. Переходим на четвертый аят. Обратите внимание, теперь буду читать. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Начинаем.
Вама. Два счета тянем. Вама. Тафаррака. Та, фа, мягкие. Ракав твердые. Тафаррака. Рака. Твердое произношение. После удвоения переходим на каф. А согласовки каф на удвоенный лям. Тафаррака ладина. Ладина. Два счета тянем. Ладина. И переходим. Уту. У. Два счета. У. Туль. Утуль. Нет. Почему? Потому что правило, которое мы часто повторяем, при слитном чтении естественное удлинение всегда аннулируется. Здесь уту – это естественное удлинение. Она аннулируется при слитном чтении, и согласовки та, который является даммой, уходим на сукун. Утуль китаба. Два счета. Илля. Удваиваем, а потом удлиняем. Удвоение, удлинение. Илля. Кесра, обратите внимание, максимально, чтобы четко, ясно произносилось. Илля. Мимбади. Назализация в размере двух огласовок. Удержание. Мимбади. Мимбади. Мимбади ма. Два счета тянем. Джаатхумуль байина. Джаат. Здесь 4 или 5. Но более распространенное и предпочтительное количество долготы 4. Джа, не жа, ж, ж, или джа, джа, а резкое произношение джим. Джа. Об этом мы в первых уроках подробно разговаривали. Джаат. Хамза, чтобы не затерялась между звуками долгой буквы и та. Джаат. Хуму. Хумуль. Байина. Удваиваем, потом кесру на нун и переходим на та марбуту, который аннулируется, точнее переходит в звук ха. Итого ма джаатхумуль байина. Еще раз. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Пятый аят, обратите внимание, она является длинным аятом. Из тематических остановок у нас только вот в конце. Полное произношение аята будет звучать таким образом. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. При применении тематической остановки мы останавливаемся. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Мы начинаем. وما. Удлинение в размере 4 огласовок, которые мы сказали предпочтительным, является для нас. Умиру тоже 4. Мад мунфасиль, разделительная долгота называется. Когда долгота, удлинительная буква в одном слове, а причина во втором слове. И поэтому тянем 4 раза. Предпочтительным образом. Вама умиру илля. Вот после долгого удлинения умиру илля. Легко теряется хамза. И нужно максимально четко. Илля. Удваиваем и 2 счета тянем. Илля лиябуду. Лиябуду. Согласовки дамма. Мы переходим на удвоенный лям. Лиябудуллаха. Лиябудуллаха. Так как естественное удлинение при слитном чтении аннулируется. Лиябудуллаха. Уходим. Мухлисина. Мухлисина.
Ха твердый, сад твердый, и поэтому огласовка кесра легко теряется. Мухлисина. И нужно мухлисина, мухлисина. Сина. Два счета тянем. Мухлисина лахудди. С огласовки дамма уходим на удвоенный даль. И два счета долгота. Лахуддина. Лахуддина. Хунафа. Здесь то же самое. Здесь уже соединительная долгота, когда долгая удлинительная буква и причина хамза находится в одном слове. 4 раза тянем. Хунафа-аваю. Хунафа-ава. Хамза, чтобы не затерялась. Хунафа-ава. Хунафа-ава юqi. Юqi. Два счета. Юqи мус. Уходим на твердый звук сад с удвоением. А естественно удлинение аннулируется. Юqимус-салата. Салата. После твердого звука сад, чтобы не было сала. В нашем чтении Хафсат Асма по пути Аш-Шатибия лям твердое произношение имеет только в двух словах. Это лафзуль джаляля Аллах и Аллахумма. Только. Салата. Мягкое произношение лям, и в размере двух огласовок мы тянем. Салата. Ва как мы в предыдущих моментах говорили, чтобы чтобы не гортанное произношение было. Ютуз. С даммы звука та уходим на зай. Ва ютуззака. Мы с намерением остановка по причине существования тематической остановки. Зака. Здесь у нас при остановке, если применяем остановку, у нас та марбута переходит в звук ха, сукун, и варианты появляются 2, 4, 6. Ютуззака, ютуззака, ютуззака. 6. Один из двух вариантов. Выбираем 4, и того получается у нас ва ютуззака. И остановимся на ха. И дальше идем. Вадалика, вадалика. Межзубное произношение. Два счета. Вадалика динуль. Два счета. Динуль. Уходим на лям. Кайима. Динуль кайима. Удваиваем с касрой. Мим. Та марбута аннулируется. Переходит в сукун. Огласовка тоже. Динуль кайима. Обратите внимание еще раз на полноценное произношение 5-го аята полностью, без остановки. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Аят длинный, тематическая остановка у нас только вот здесь. И обратите внимание. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Начинаем. Инна. Четкое произношение кесры. Удвоение звука нун. Удержание с назализацией. Инна. Согласовки потом фатха. Уходим на лям. Инналладина. Инналладина. Два счета удлинения. Инналладина. Кафару. Твердое произношение ра после двух мягких звуков. Кафару. Два счета. Естественно, долготы. Кафару. Мин ахли. Мин ахли. Здесь правило ихфа, четкое произношение хамзы, если встречается после нун сакином. Мин ахлил китаби. Согласовки кесра уходим на лям. Мин ахлил. Мин ахлил. Нужно обращать внимание, чтобы ха было полноценным произношением. Ахлил. Не ах. Ахлил.
мин ахлиль китаби. Два счета тянем. Китаби валь. И уходим на лям. Валь мушрикина. Мы говорили это слово, произношение в первом аяте. Мушрикина. Мушрикина. В размере двух огласовок тянем кесру. Ра, кеф, прошу прощения. Мушрикина. Мушрикина. Фи. Тоже два счета огласовка кесру тянем. Фи. Нари. Два счета огласовка фатху тянем. Фи. Нари. Джаханнама. Ха. Полноценное произношение должно быть. Нун. С удвоением, и назализация, полноценным удвоением и назализацией в размере двух огласовок. Джаханнама. Ха. Твердое произношение. В размере двух огласовок тянем. Ха. Лидина. Два счета. Ха. Лидина. Кесру тянем. Фиха. Если мы хотим применять остановку, то здесь два счета. Фи и ха тоже два счета. А если мы слитно будем читать, применяя правила, фиха, в этом случае тогда 4 огласовки. Предпочтительно. Фиха уляика. У. Вот в данном моменте вот, долгота здесь аннулирована она. И поэтому хуруф заваид называется дополнительных букв, которые при произношении никакого влияния не имеет. Уля, 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 как будто его нету. Уля, уляика. Здесь 4 или 5. Мы решили, что предпочтительно 4 огласовки при соединительных и разъединительных удлинениях. Уляика. Нужно обращать внимание. Убедительная просьба. Потому что гамза – это легко затеряемая буква в контексте. И нужно обращать внимание, чтобы максимально четко, ясно огласовку произносить. Уляика. Ика. Дальше идем. Гум шарруль. Удваиваем. Потом огласовка дамма. Уходим на лам. Гум шарруль. Бария. Бария. Все мягкие звуки. Я удваиваем, а потом уходим на та марбуту, который аннулируется и переходит в ха. Гум шарруль бария. 7 аят. Обратите внимание. Инналлазина аману ва амилус салихати улаика хум хайруль бария. Начинаем. Инна. Удвоение, назализация в размере двух огласовок. После этого уходим с огласовкой на лям. Инналлазина. В размере двух огласовок тянем. Лазина. Аману. Два счета тянем. Аману. Здесь тоже естественное удлинение. Первое естественное удлинение, второе в одном слове. Аману. Ва амилу. Ва амилу. С огласовки лям, да, мы уходим на удвоенный сад, потому что естественное удлинение при слитном чтении аннулируется. Ва амилу са. Ва амилу са. Ударение в размере удлинения в размере двух огласовок. Салихати. Салихати. Звук ха максимально нужно правильно произносить. Салихати. Уляика. То же самое, как и в предыдущем аяте. Уляика. 4. Уляика хум хайруль бария. Удваиваем все мягкие звуки. Б, ра с касрой, я с удвоением. С фатхи уходим на та марбуту, которая аннулируется огласовка и сама буква, и переходит в звук ха. Бария. И таким образом
Инналлазина аману ва амилус салихати улаика хум хайрул бария. 8 аят, длинный аят, тематических остановок у нас. Вот здесь я постараюсь прочитаю без остановки и с остановкой. Вот у нас 2 остановки, сла и джим. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Без остановки будет выглядеть таким образом. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Но мы будем применять все тематические остановки, чтобы для произношения было максимально комфортно читать. Итак, جزاؤهم جزاء 4 раза мы удлиняем, потому что соединительное удлинение мад муттасиль. Ухум джазаухум инда. Удержание ихфа в размере 2 огласовок. Инда раббихим. Ра твердый. После ра на мягкий звук ба переходим с касой. Раббихим джаннату. Удерживаем в размере 2 огласовок нун. Назализация полноценная. Потом 2 счета удлиняем. Джаннату адинин. Здесь у нас после айна калькаля. А после нуна ихфа. И поэтому нужно обращать внимание. Адинин. Здесь удержание в размере 2 огласовок. Ихфа. Адинин таджи. Здесь тоже у нас калькаля. Таджири. 2 счета касру тянем. Таджири. Мин. Ихфа в размере 2 огласовок. Мин тахтиха. Обратите внимание, здесь в одном слове звуки ха и ха находятся. Максимальная внимательность. Тахтиха. Мин тахтиха. После произношения ха с огласовки фатха уходим на лям. Естественно, долгота аннулируется. Мин тахтихал анхару. Ха. Огласовка фатха тянем 2 счета. Анхару халидина. Ха. Твердое произношение звуком а. Халидина. Здесь 2 счета. И дина. Здесь тоже 2 счета. Халидина. Фиха. Фи. 2 счета. Ха. 4. Фиха абада. Теперь обратите внимание. Если при остановке мы останавливаемся на абада, применяя тематическую остановку, то танвин аннулируется, остается алиф. И получается фиха абада. Фиха абада. А если мы продолжаем, то вот здесь у нас правило идгам, ассимиляция. Фиха абадарра. Абадаррадия. Одна из самых распространенных ошибок. Если здесь останавливаются абада, фиха, абада, 2 счета применяем. При начинании с буквы ра, радия нельзя. Почему? Потому что это удвоение является причиной для слитного чтения. А если при остановке, как будто она аннулируется, его нету. И получается радия. И без излишеств. Радия. Дад. Максимальное с свойством продолговатость. Иститаля.
радияллаху, радияллаху анхум. Максимально четкое произношение. Здесь правило изгар. Анхум вараду. Здесь два счета. Есть два счета. Раду, естественно, удлинение. Раду ан. При остановке. Обратите внимание. Если применяем тематическую остановку, то огласовка дамма аннулируется. И получается ан. Ан. А если при слитном чтении не останавливаемся. Анху далика. Анху далика. За. Ударение в размере двух огласовок. Далика. Лиман. Лиман. Лиман хашия. Обратите внимание, нужно обращать внимание, чтобы максимальное произношение хашия, чтобы я не затерялся. Хашия, хашия, хашия. Касра максимальное произношение. Хашия, рабба, рабба. При остановке аннулируется долгота естественная, аннулируется огласовка дамма и переходит в сукун, и того получается рабба. И таким образом, обратите внимание, еще раз применяется остановка, тематической остановки, я прочитаю. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Уважаемые зрители, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.